На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Во всем мире люди бьют тревогу. В Китае появился новый так называемый коронавирус. Около сотни скончавшихся и несколько тысяч заболевших, число которых ежедневно растет. В Абхазии, по словам медиков, опасного вируса нет. Однако все же есть случаи летального исхода больных пневмонией. В Центральной республиканской больнице прошел брифинг ведущих специалистов Минздрава, на котором медики рассказали об эпидемиологической ситуации в стране. Репортаж Алисы Шамба. Чтобы своевременно и адекватно оказать медицинскую помощь населению, Минздрав Абхазии принял ряд мер, направленных на профилактику и недопущение распространения вируса гриппа на территории республики. Одним из таких мер является обеспечение больниц необходимыми препаратами, а также в срок на 2 месяца введение запрета на посещение стационарных больных родственниками и усиление мер профилактики внутри всех лечебно-профилактических учреждений. На сегодняшний день все лечебные учреждения, стационары, в частности, республиканская больница, детская республиканская больница, обеспечены противовирусными препаратами, обеспечены антибиотиками и растворами. Все, что необходимо для ведения больных с осложненной формой вирусной инфекции. Что касается тест-систем, значит, также розданы в городе Сухум и в ЦРБ тест-системы. Что касается непосредственно тест-систем, хочу сказать, что делать данный анализ только по показанию доктора, по клиническим показаниям, которые имеются у пациента, а не по желанию пациентов. Что касается центральных районных больниц непосредственно, значит, они своими силами на уровне, так как они находятся на дотации у администрации районов, они обеспечены медикаментами, но все необходимое, в чем нуждается больница, будут делаться заявки в Минздрав, мы будем также их обеспечивать противовирусными препаратами, антибиотиками и растворами. По словам медиков, в данное время эпидемиологическая обстановка в нашей стране не является критической. За минувшие выходные в лечебно-профилактические учреждения обратились всего 250 пациентов. Из них 201 ребенок. Есть случаи, когда люди не своевременно обращаются к специалистам, что приводит к осложнениям и даже летальным исходам. Действительно, в ЛПУ стали поступать у нас взрослые больные с осложненными формами пневмонии. Но это пневмония. Даже есть у нас четкие данные, лабораторно подтвержденные, не вирусной этиологии. То есть это бактериальная пневмония. Запущенная форма, то есть пациенты лечатся дома, потом обращаются уже в тяжелой форме в лечебное учреждение. Естественно, уже в таких случаях врачи не всегда могут помочь. Поэтому 2 случая с летальным исходом у нас на сегодняшний период времени. За эти выходные дни у нас обращений количество выросло общего, где были повторные больные, но и ОРВИ 139 случаев за 3 дня всего лишь. Вот эти выходные. То есть о каком-то росте, но именно за выходные дни мы уже можем говорить. Вот сегодня утром у нас впервые тест на грипп А был положительный. Это вот буквально 2 часа назад. Мы мониторим ситуацию. У нас есть больные пневмонией, их 4. Они все лечатся в детской больнице. Их состояние средне-тяжелое, тяжелых, к счастью, нет. Но эти цифры еще не позволяют сказать, что мы подошли к эпидемическому порогу, когда приказом вводится карантин. Если на 5-е сутки, будь то взрослый или ребенок, общее состояние заболевшего не улучшается, он продолжает лихорадить, то это повод для беспокойства, то есть присоединилось какое-то осложнение. Но это, конечно, все решает врач. Как сообщили специалисты, они ожидают пика заболеваемости вирусом гриппа и ОРВИ к середине февраля. В то же время в стране остро стоит проблема с лабораторной диагностикой, что вызывает сложности в определении видов ОРВИ и гриппа. На данный момент мы ежедневно осматриваем около 50 пациентов с гипертермией. Из них мы отсеиваем пациентов с осложнениями, это с пневмониями, с бронхитами и стационируем их. На данный момент мы абсолютно обеспечены
противовирусными препаратами Тамифлю, Ингаверин, и обеспечена антибактериальной терапией Тиенам, левофлоксацин, пока не привезли, но обещали. Но с Тиенам основной препарат у нас существует. И группа цефалоспоринов, цефбактам и цефтазидим. Мы всегда настораживаем. В принципе, во всем мире погибают пациенты от этой пневмонии, но так как наш народ маленький, каждая смерть и трагедия не только для этой семьи, но и для нашей страны. Поэтому мы пытаемся минимизировать, насколько это возможно. Но нам было бы легче, если была бы четкая лабораторная диагностика, что мы знаем, у этого грипп группы А, у этого грипп группы Б или аденовирусная инфекция, чтобы мы правильно, адекватно лечили. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по словам медиков, заболеваемость вирусом гриппа и ОРВИ гораздо меньше. По мнению специалистов, этого удалось добиться благодаря вакцинации, проведенной осенью. Та вакцина, которой мы работали в этом году, в 2019 году, и она была разработана, естественно, по указанию Всемирной организации здравоохранения, и она включала уже 2 штамма вируса А и 2 штамма вируса Б. И те, кто в этом году привился, сделал профилактические мероприятия в виде вакцинации, я думаю, что им заболевание не грозит. На брифинге также был затронут вопрос распространения нового опасного коронавируса, появившегося в Китае, и возможность его появления в Абхазии. Единственное, что на сегодняшний день могут порекомендовать абхазские медики, это воздержаться от командировок и туристических поездок в Китай и Таиланд. Возвращаясь к теме распространения сезонных вирусов гриппа и ОРВИ, стоит напомнить, что лучшей защитой, по мнению специалистов, является противогриппозная вакцина, которую необходимо делать ежегодно в осенне-зимний период. Также врачи рекомендуют чаще мыть руки с мылом, промывать слизистую носа раствором поваренной соли, использовать оксалиновую мазь и носить медицинскую маску. Специалисты призывают не поддаваться панике, не запускать болезнь и вовремя обращаться к врачу. Алиса Шамба, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. МИД Абхазии распространила обращение гражданам Абхазии, в котором рекомендует воздержаться от посещения Китайской Народной Республики в связи с распространением в этой стране опасного коронавируса. А гражданам Абхазии, уже находящимся в Китае, необходимо соблюдать все предусмотренные в подобных случаях меры предосторожности. Профилактику сезонного распространения ОРВИ и ситуацию с заболеваемостью гриппом обсудили в правительстве Абхазии. Исполняющий обязанности президента премьер-министр Валерий Бганба на встрече с руководителями профильных ведомств отметил, что главная задача – выработать межведомственный план действий, нацеленный на минимизацию очагов заболевания вирусными инфекциями, уже известными в Абхазии, а также предупреждение проникновения в страну зарегистрированного в Китае коронавируса. По словам представителей профильных органов, проведенная вакцинация в октябре 2019 года от гриппа в пограничных территориях Абхазии позволила создать эффективную иммунную прослойку населения. С целью предотвращения въезда нездорового человека на территорию Абхазии по поручению главы правительства на КПП ПСО, а также на границе по реке Ингур, Минздрав страны установит тепловизоры и мобильные поликлиники. Помимо этого, МИДом будет введен временный ограничительный режим выдачи туристических виз гражданам зарубежных стран. Государственная миграционная служба совместно с пограничным подразделением СГБ обеспечит временное ограничение въезда трудовых эмигрантов. Государственному таможенному комитету поручено выявить предпринимателей, осуществляющих ввоз товаров потребления на территорию страны из Китая, и ограничить ввоз продуктов питания. Как отметил министр здравоохранения и соцобеспечения Тамас Цахнаки, основной на сегодня задачей совместной работы является организация усиленного санитарно-гигиенического комплекса мероприятий в различного рода организациях и местах общественного посещения, введение ограничительных мер по посещению стационарных и амбулаторных больных с целью недопущения распространения заболеваемости внутри лечебных учреждений. Учитывая тот опыт, что в 2017 году, в 2018 году у нас были проблемы, связанные с распространением вируса типа H1N1, когда мы объявляли карантинные мероприятия на ингурской границе, которые, кстати, дали хороший эффект. Сегодня эта проблема существует, поскольку
вирусы мутируют, и на сегодняшний день речь идет не только о гриппе А, но и о гриппе Б. И те случаи летальных исходов, которые сегодня зафиксированы на сопредельных территориях, речь идет именно об этом штамме вируса. Подготовлен приказ о ряде профилактических мероприятий для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вирусных инфекций, прежде всего гриппа, конечно, недопущение его на территорию, хотя это очень сложно сделать, но тем не менее. Мобилизовать все наши силы, в том числе мобильные бригады специалистов, мобильная поликлиника, которая у нас есть, и мы осуществляли подобные мероприятия и в прошлые годы. И в этом году, я думаю, мы будем также работать в этом направлении. Утром 27 января двое жителей села Псхо 14 и 16 лет были доставлены вертолетом МЧС в Сухумскую инфекционную больницу. Молодые люди почувствовали недомогание после употребления в пищу мяса дикого животного. По словам начальника медицинского управления и санитарной авиации Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Анзора Гова, им была необходима срочная квалифицированная медицинская консультация и помощь. В 8 утра из Сухумского аэропорта вылетел вертолет, который и доставил обоих в Сухум. Для начала мясо диких животных должно подвергнуться экспертизе обязательно. То есть они должны быть у ветеринара, и санэпидстанции должно быть обследование, потому что сегодняшний день это очень опасное заболевание, которое может развиться трихомонеллез или сальмонеллез. Это уже здесь эти сложные осложнения, которые такие, которые могут возникнуть в этом периоде, они трудно поддаются лечению, поэтому жителям надо быть крайне осторожным. Сейчас тем более охотный период. Все остальные разъяснительные работы, думаю, что будут определены санэпидстанции и ветеринарами, которые занимаются именно этим профессионально. Наша задача была эвакуировать пострадавших. Мы эту задачу выполнили. Дальше уже включается в работу Минздрав и санэпидстанция. Там инкубационный период до 3 недель проходит. В этот период может быть недомогание, дизурические явления, диспепсия, и отеки век, и повышение температуры. С этими симптомами только появляется, надо обязательно обратиться к врачу. Но не доводя до этого, я еще раз говорю, все мясо должно быть подвергнуто экспертизе. С понедельника, 27 января, на всей территории Абхазии введены ограничения подачи электроэнергии. Генеральный директор Черноморэнерго Аслан Басария провел брифинг, на котором рассказал, сколько будут длиться веерные отключения, ждать ли перетока из России и о состоянии энергосистемы страны. Обо всем подробно в репортаже Алики Трапш. Для бесперебойного обеспечения в зимний период населения Абхазии электроэнергии количество воды в Джварском водохранилище вновь недостаточно. Именно по этой причине руководством Черноморэнерго принято решение о введении ограничений на подачу электроэнергии на всей территории Абхазии. Одна из причин нехватки воды в Джварском водохранилище – отсутствие обильных осадков. Конец 2019 года, начало 2020 года в климатическом плане оказался одним из самых жестоких, скажем так, за последние 30-40 лет. То есть что произошло? Произошло то, что в предыдущие годы фактически не выпадали осадки в горной местности. То есть если в той или иной степени должно происходить таяние снегов, и если таять нечему, естественно, вода, которая прибывает в водохранилище, ее количество сокращается. Если при полном водохранилище уровень воды на Ингур-ГЭС составляет 510 метров, то сейчас вода опустилась до отметки меньше 442 метров. При таком показателе выработка ГЭС составляет 106 миллионов киловатт-часов. Помимо Ингур-ГЭС есть еще перепадная ГЭС-1. Однако даже суммарная выработка 2 гидроэлектростанций не покрывает то количество электроэнергии, которое необходимо республике. В январе, феврале и марте месяце по 1 апреля нынешнего года по притоку у нас выработка 140 с лишним миллионов киловатт-часов. Соответственно, 106 миллионов плюс 140 миллионов киловатт-часов, порядка 246 миллионов – это запас самого Ингур-ГЭСа по выработке электроэнергии. Опять же, если мы говорим про следующие месяцы, это прогнозные данные. Прогнозные данные мы берем на основании 8-летних
наблюдений по притоку воды. Но опять же, мы прекрасно знаем, что в этом году у нас аномально нестандартная ситуация, и, естественно, приток может быть ниже. Таким образом, обе ГЭС в данное время вырабатывают около 280 миллионов киловатт-часов, а по словам специалистов, потребление Абхазии электричества составляет 533 миллионов киловатт-часов. Путем простого вычитания можно заметить, что дефицит составляет порядка 260 миллионов киловатт-часов. В такой критической ситуации введение верных отключений – вынужденная мера. При этом Аслан Басари отметил, что даже такие ограничения не восполнят дефицит, поэтому переток из Российской Федерации все же необходим. Ситуация, в которой мы сегодня находимся, мы об этой ситуации прогнозно уже знали 5-6 месяцев назад. Естественно, мы отписывались, мы информировали всех об этой ситуации. И фактически работа, она идет уже давно на межправительственном уровне. Но, тем не менее, на данный момент вопрос еще не решен. Может быть, он в том числе еще и связан с тем, что изменения есть в Российской Федерации, не перераспределили полномочия еще. Но мы очень надеемся, что в ближайшие, как минимум, неделя-две этот вопрос решится. Но если вопрос будет затягиваться, то, к сожалению, большому будет пересмотр графика в сторону его ухудшения для абонентов. С 2014 года по настоящее время потребление электроэнергии в Абхазии возросло более чем на 28%. Это связано с тем, что население не экономит электричеством. У многих приборы учета отсутствуют вовсе. Порядка 70% населения стабильно не платит за электроэнергию. Кроме того, причиной роста потребляемости связывают с появлением в Абхазии майнинговых криптоферм. Несмотря на то, что крупные фермы были закрыты, на территории Абхазии все же продолжают работать майнеры. Приостановить их деятельность Черноморэнерго не в силах. Дело в том, что никакой ответственности законодательной ни один из майнеров не несет. То есть мы можем приехать, мы можем отключить эту электроэнергию. Далее мы там ночевать не можем, это же не одно место, не два, не три и даже не 10. Они периодически включаются. Кроме того, что они включаются, у нас бывают разные истории, честно вам скажу, наших работников с этими майнерами или с людьми, которые охраняют те или иные территории. Спецназа у нас нет. Мы не силовая структура. Да, у нас есть в том числе и недобросовестные работники, которых мы можем уволить, но не более этого. Если опять же мы узнали, что именно наши работники имеют отношение к включению. Пользуясь случаем, я хочу обратиться в том числе и к майнерам, потому что ни они не смогут поработать и заработать свои, кстати, достаточно большие деньги, потому что у нас отключается электроэнергия у всех. Говоря о причинах энергетического кризиса в Абхазии, Аслан Басари отметил и экономически необоснованный тариф. На сегодняшний день оплата за 1 киловатт-час электроэнергии составляет 40 копеек. Даже в случае увеличения тарифа вдвое отрасли все равно будет необходима государственная поддержка. При поднятии тарифа у нас появляются финансы для обеспечения приборами учета именно абонентов, которые являются неплательщиками. И в случае проведения именно этих работ, эти неплательщики, извините за каламбур, им деваться будет некуда. Им придется платить за электроэнергию, потому что у нас будет техническая возможность их отключать дистанционно, а не приезжать, не разбираться с кем-то, или кто-то там за оружие взялся, и еще за что-то. То есть эти возможности есть. Мало того, эта система апробирована уже в Республике Абхазия. Бесспорно, отключение электричества приносит массу неудобств населению. Особенно в городах республики люди сталкиваются со многими проблемами. В это время не работают светофоры, из-за чего на дорогах создаются автомобильные пробки. Без света не может работать и электронно-вычислительная техника, в связи с чем на пару часов останавливается деятельность некоторых предприятий. Тяжелая ситуация и в домовладениях, где после отключения электричества прекращается и подача воды. Но ограничения подачи электроэнергии будут сняты только в случае осуществления перетока из России. Руководство Черноморэнерго призывает население Абхазии с пониманием отнестись к проблеме дефицита электроэнергии и как можно рациональнее потреблять ее. Аля Катрапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
Итак, ограничение подачи электроэнергии вводится на территории Абхазии по следующему графику. Полностью Ачимчирский и Гулрывский районы, восточная и центральная части города Сухум, район комплекса правительственных зданий по улице Званба, Синоп, район Турбазы, район Келасур, улица Чанба, Сухумский район, город Пицунда, село Алахадзе. Будут обесточены с 12 до 2 часов ночи и с 3 до 5 часов дня. Западная часть города Сухум, новый район, массив Гумста, маяк от пивзавода до школы, район республиканской больницы. Восточная часть Гудаутского района, Гагрский район, поселок Бзып от въезда в город Гагра до реки Псу будут обесточены с 2 до 4 часов ночи и с 5 до 7 часов вечера. Центральная часть города Сухум, район вокзала, старый поселок, район магазина Колос, улица Дзидзаря, центральная часть города до Красного моста, центральный рынок. Западная часть Гудаутского района, район вокзала, центральная трасса до поста ГАИ, улица Лакоба, район стадиона. Села Агараки, Отхара, Мгудзерхуа, Хыпста, российская военная база, часть поселка Мысра, части сел Бармыш, Джирхуа, Звандрипш, Лахна, полностью Галский и Ткварчалский районы будут обесточены с 4 до 6 часов утра и с 7 до 9 часов вечера. В зависимости от ситуации график может корректироваться в сторону его ужесточения. С 27 по 30 января в пресс-центре информационного агентства «Спутник» проходит образовательный проект для молодых журналистов и пресс-секретарей. В его рамках участникам расскажут о принципах создания новостей и форматах подачи информации в современном медиапространстве. Репортаж Эсмы Голанце. «Спутник Про» – это серия уникальных мастер-классов от ведущих российских и зарубежных медиаменеджеров и журналистов. Проект охватил уже 22 страны мира, среди которых и Абхазия. В рамках проекта «Спутник Про» впервые стартовала школа молодого журналиста. На базе проекта «Спутник Про» мы открываем школу молодого журналиста. Провели предварительный отбор, и сегодня вот все, кто присутствует, ученики этой школы, это вот те, кто прошли предварительный отбор в школу. Это не просто школа, это не только школа, в которой вы сможете научиться стать, может быть, журналистами, но и по итогам проведенной работы вашей, возможно, кто-то будет трудоустроен непосредственно у нас в «Спутнике». Проект «Спутник Про» ориентирован на молодых специалистов, журналистов, пресс-секретарей, студентов старших курсов, а также блогеров. Всех тех, кто заинтересован в изучении новых технологий современного медиапространства. Кто-то уже давно стал, да, кому-то еще предстоит, да, попробовать себя на этом сложном пути. Это очень тяжелый, не всегда благодарный труд, даже возможно, неблагодарный. Вот. И от того, как вы себя найдете в этой профессии, сможете себя и в плане мастерства, и в плане личностного, да, какого-то роста зарекомендовать, зафиксировать, да, себя в этом мире, во многом как бы зависит ваш успех, да, как профессионалов, и во многом зависит успех тех медиа, да, в которых вы будете работать. От нас, от вас очень много зависит, чтобы этот проект показал свою эффективность, чтобы он был востребован, да, и нам будет приятно, что он начался из Абхазии. Участники проекта ознакомятся с технологиями работы современных СМИ, разнообразными форматами подачи информации, тенденциями в области оформления сайтов и инфографики. Что образование – двусторонний процесс. То есть не только я чему-то буду вас учить, я буду у вас тоже чему-нибудь учиться. Да? Потому что это взаимодействие, это коммуникация, это рассказывание друг другу каких-то интересных историй, фактов. И вот этим мы будем заниматься. Мы будем пробовать делать что-то ручками. Да? Потом дам вам итоговое задание. Будем пробовать друг у друга брать интервью. Мастер-класс от Олега Дмитриева будет проходить в течение 4 дней, а работа самой школы продолжится еще 2 месяца. Эсма Голанзе, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.
При поддержке Министерства культуры, Московской абхазской диаспоры, посольства Республики Абхазия в России 1 февраля в Рахманиновском зале Московской консерватории имени Чайковского состоится концерт Государственного камерного оркестра Абхазии. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный артист республики Давид Терзян. О том, как готовятся музыканты к предстоящему событию, смотрите в нашем следующем репортаже. В программе предстоящего концерта произведения Баха, Генделя, Моцарта, Гайдна и другие творения великих музыкантов. Это уже вторая поездка артистов Абхазского камерного оркестра в Москву. По словам художественного руководителя, заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна, московского зрителя трудно удивить. В концертной программе музыкантами будут представлены не только классические произведения. Впервые на сцене зала Московской консерватории прозвучит произведение заслуженного артиста Абхазии Петра Петрова «Попурри на абхазские темы». У нас в конце еще будет абхазское произведение заслуженного артиста Абхазии Петра Петрова «Попурри на абхазские темы». Почему? Потому что было бы неправильно. В столице выступает абхазский оркестр и ничего как бы национального не играет. Мы решили в конце концерта все же для наших гостей из диаспоры и для посольства Абхазии в Российской Федерации и для российской публики сыграть это потрясающее попурри. Всего музыкантами будет представлено около 7 произведений. Концерт пройдет при поддержке заслуженных артистов России, а также артистов Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова и других талантливых музыкантов. У нас в программе будут произведения Генделя, Баха, Гайдена, Моцарта. У нас будут прекрасные солисты. Виктор Абрамян Эшба. Прекрасно знаете, что это внук политического и общественного деятеля Абхазии Ефрема Эшба. У нас солистка будет заслуженная артистка Российской Федерации Маргарита Спиридонова, альтистка. В дуэте будет играть с Виктором Абрамяном Моцарта концертную симфонию. А также у нас в гостях юный скрипач, 13-летний, внук Юрия Башмета, Грант Башмет. В дуэте будет играть Баха минорный концерт с абхазской скрипачкой Эмилией Терзян-Хагба. Сейчас музыканты репетируют в усиленном режиме и настраиваются на предстоящее для них важное событие. Артисты оркестра с теплом вспоминают прошлые гастроли в Москву и надеются, что и на этот раз выступят с успехом. Мы очень интенсивно готовимся опять-таки к этому концерту, потому что он будет в 2 отделениях, будет очень серьезная программа, нам у нас много концертов, много крупной формы. Вот мы везем и наши тоже произведения нашего абхазского композитора Петра Дмитриевича Петрова, «Попурри на абхазские темы». Давид наш Терзян отрабатывает все детали, поэтому я думаю, что все у нас получится в этот раз, тоже все будет хорошо, все удачно. Концерт организован при поддержке Министерства культуры, Московской и абхазской диаспоры, а также посольства Республики Абхазия в России. 30 января оркестр выезжает в Москву, а 31-го пройдет генеральная репетиция с участием всех музыкантов. Гугут Савардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В Сухуме в Республиканской школе игр завершился турнир по баскетболу на Кубок Агвафона среди девочек 2007-2008 годов рождения. Состязания, в которых приняли участие 7 команд из Гагры, Бзы, Палахадзе, Чемчиры и Сухума, проходили 3 дня. Официальным спонсором турнира выступила компания «Агвафон». Подробности в репортаже Саида Джерсали. Турнир по баскетболу на Кубок Агвафона проходил с 25 по 27 января. Состязания среди девочек возрастной категории 12-13 лет проводились впервые в республике. Их инициатором стал тренер баскетбольной команды «Крылья Абхазии» Дмитрий Чартия. Сильная команда у нас это именно этой возрастной категории, которая, я думаю, что достойно в будущем будет представлять за границей нашу страну. Почему данная возрастная категория? Потому что надо начинать с чего-то, с малого возраста, за то, чтобы заложить фундамент для развития баскетбола Абхазии в будущем. Хочу в первую очередь поблагодарить компанию «Агвафон»,
Она сделала большой вклад в развитие нашей команды. И в лице себя, и команды «Крылья Абхазии» хочу сказать им спасибо. В турнире приняли участие 7 баскетбольных команд из городов и районов республики. По итогам 3 дней турнира в финал вышли 2 команды – «Крылья Абхазии» и «Спартак Сухум», которые и боролись за чемпионство и главный трофей соревнований – Кубок Аквафона. По словам представителя сотовой компании «Аквафон», поддержка спорта давно приобрела системный характер для организации. Компания старается финансировать не только разовые мероприятия, но и вкладывать средства в реконструкцию спортивных залов и площадок, участвуя в проектах, нацеленных на вовлечение как можно больше молодежи в занятия спортом. Компания «Аквафон» на постоянной основе реализовывает ряд проектов, и одним из основных направлений спонсорской деятельности для компании является поддержка спортивных мероприятий, поддержка проектов для молодежи. И вот мы очень рады быть причастным к данному турниру. Мы хотели бы, конечно, поблагодарить организатора, инициатора данного мероприятия Дмитрия Чартия. Поддерживая подобные спортивные мероприятия, компания «Аквафон» инвестирует в нашу молодежь, в ее развитие, тем самым внося свой вклад в развитие самой страны. Финальный матч за кубок выдался напряженным. Обе команды играли старательно и энергично, но все же более слаженную игру показали баскетболистки команды «Крылья Абхазии». Обыграв своих соперниц с большим отрывом, они стали победителями турнира на Кубок Аквафона. Сегодня игра была, можно сказать, немного сложной, потому что надо было играть хорошо в защите и тянуть время последние 2 тайма, потому что если бы не тянули, у нас бы не получилось бы то, что мы хотели. Александра Оторба, баскетболистка сухумской команды «Спартак», серебряного призера турнира, отметила хорошую игру соперниц и выразила уверенность, что ее команда в следующем году выступит лучше. Конечно, я чуть-чуть боялась, это была моя первая игра, но я очень рада. Главное не победа, а участие. В итоге призерами состязания на Кубок Аквафона стали золото у команды «Крылья Абхазии», 2 место у «Спартака» и 3 у команды детско-юношеской спортшколы номер 1. Всем участникам турнира были вручены медали и грамоты. Саиджар Саля, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Мы продолжаем серию актуальных интервью, посвященных общественно-политической ситуации в стране. Сразу после информационного выпуска Амшикшара смотрите беседу с лидером блока оппозиционных сил, депутатом Народного собрания Асланом Бжани. А сейчас о погоде. По информации Гидромедцентра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 1,6, днем плюс 8,13. Температура морской воды плюс 10 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.